В 2020 году в подразделение по вопросам миграции в Коми обратились почти 2000 граждан с заявлениями об утрате российского паспорта. 58 из них заявили о краже документа. Что делать, если удостоверение личности внезапно пропало? Как накажут рассеянного владельца, если он затягивает восстановление паспорта? Ответы на эти вопросы смотрите в рубрике «Полиция сообщает». Паспорт гражданина Российской Федерации – основное удостоверение личности каждого гражданина. Утрата или кража документа – дело, конечно, неприятное. Без паспорта не обратиться ни в одну государственную инстанцию, а часто и в коммерческие организации. В эти минуты человек пребывает в растерянности и не знает, с чего начинать процедуру восстановления важного документа. Если же гражданин потерял или у него похитили документ, первым делом необходимо подать соответствующее заявление в полицию. Там ему выдадут талон уведомления, где фиксируется потеря документа и своевременное обращение в полицию. Чтобы не стать жертвой мошенничества, сразу же обратитесь в полицию. Информация об утраченных данных будет внесена в базу МВД. Как только данные внесутся в базу, ваш паспорт автоматически будет недействителен. И если кто-то найдет его на улице и решит взять кредит, у вас будет полное доказательство того, что вы не причастны. Заявление об утрате подает только сам владелец паспорта. Через портал госуслуг можно записаться на прием в подразделение МВД. За восстановление утраченного паспорта придется заплатить административный штраф за небрежное хранение от 100 до 300 рублей и госпошлину за новый документ – 1500. Реквизиты и бланк квитанции для оплаты можно найти на сайте МВД по Республике Коми. Для восстановления паспорта необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, либо свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении детей до 14 лет. Необходимо оплатить госпошлину, приложить фотографии 3,5 на 4,5. Также необходимо написать заявление по форме 1П о выдаче документа взамен утраченного. Если гражданин больше месяца не обращался в полицию для восстановления документа, то он нарушает статью 19.15 Кодекса об административных нарушениях, суть которой заключается в том, что человек проживает по месту жительства без паспорта. За это грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Помните, паспорт – главный документ гражданина России. Его необходимо бережно хранить, не передавать в руки посторонним и не оставлять в залог коммерческим организациям. Злоумышленники могут воспользоваться удостоверением личности для оформления кредита или других преступлений. Чтобы вам не пришлось за это отвечать, после пропажи документа, пока не поздно, идите писать заявление в полицию.